В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Отмена ряда мероприятий, возврат к 50% заполняемости залов, ограничения по коронавирусу усилили в Якутии. Закрытый автозимник и реконструкция авиаполосы. Более месяца отдаленные наследия Алекминского района проведут без сообщения. В Усть-Майском районе продолжают реализовывать программу переселения. До 2025 года предстоит построить 10 тысяч квадратных метров жилья. Ограничения по коронавирусу усилили в Якутии. Глава региона СН Николаев подписал соответствующий указ. Он вступил в силу сегодня. Как основные республиканские и муниципальные мероприятия, конференции, форумы, культурные и просветительские мероприятия запретили проводить в выходные и нерабочие праздничные дни в очном формате. На согласованных с оперативными штабами мероприятиях могут присутствовать не более 50 человек. Кафе и рестораны, в том числе банкетные залы, будут закрываться на ночное время с 12 часов ночи до 6 утра по местному времени. Также вводятся ограничения по количеству посетителей за одним столом. Не более 15 человек, а столы должны стоять на расстоянии как минимум 1,5 метра друг от друга. Заполняемость зрительного зала в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, домах культуры и культурно-досуговых организациях сократили с 75 до 50%. Говоря о заболевших, 75 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Из них в Якутске 52. В Мегино-Кангаласском районе 7, Алданском 3, Нерюнгринском, Татинском, Усть-Алданском, Хангаласском районах по 2. И единичные случаи зафиксированы в Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском и Тампонском районах. За сутки лабораториями республики проведено 234 исследования на COVID. Также по состоянию на сегодня в регион поступило почти 115 тысяч доз вакцин для профилактики коронавируса. Использовано из них 84%. Первый компонент получили порядка 95,5 тысяч человек, второй почти 55 тысяч якутян. Уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 26,7% в Якутии. Таковы данные мониторинга Роспотребнадзора с 12 по 18 апреля. На 15-й неделе 2021 года зарегистрировано более 8,5 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Из них 69% приходится на детей. Отмечается, что среди установленных вирусов по итогам недели доминируют вирусы парагриппа. Авиакомпании вернули из Турции почти 40 тысяч россиян. Из Танзании более 1700 человек. Об этом говорится в отчете Росавиации по вывозным рейсам с 15 по 18 апреля. Из Турции российскими и турецкими авиакомпаниями в общей сложности было выполнено почти 180 рейсов, из Танзании 6. Напомним, оперативный штаб Росавиации совместно с перевозчиками разработали графики вывозных рейсов. С ними можно ознакомиться на официальных сайтах ваших авиакомпаний. Ограничения на поездки в Турцию для россиян установлены до 1 июня. 20 апреля в России отмечается один из важнейших социальных праздников. Это Национальный день донора. На сегодняшний день искусственных заменителей крови не существует. И донорство – это единственный способ ее получить. По данным ВОЗ, каждый третий, четвертый человек на планете нуждается или будет нуждаться в переливании. Сегодня в Якутии насчитывается более 10 тысяч доноров крови. Сдать ее может любой житель старше 18 лет в республиканской станции переливания. Для этой процедуры созданы все условия. При себе нужно иметь только паспорт, СНИЛС и результаты ФЛГ. Медицинский осмотр и общий анализ крови проводятся на месте. Донорскую кровь переливают при таких тяжелых состояниях, связанных с кровопотерей. Это может быть во время операций, при родах, это может быть при травмах. Также компоненты донорской крови переливают при различных заболеваниях, инфекционных тяжелых заболеваниях, при ожоговой болезни, при гематологических заболеваниях, онкологических заболеваниях. Необходимость донорской крови вообще есть и в мирное время, и в военное время, и при чрезвычайных обстоятельствах. То есть доноры всегда нужны, и часто бывает, что
Альтернативы переливанию крови не бывает. Уровни воды при половодье могут превысить норму на 3 реках в Якутии. Это реки Лена, Амга и Колыма. На остальных водоемах гидрологи прогнозируют средние многолетние уровни. На 3 реках исключениях максимумы предполагаются выше нормы на 1, а то и на 1,3 метра. На Колыме у поселка Зырянка максимум ожидается близким к опасной отметке, а у Среднеколымска выше отметки, говорится в сообщении. Вскрытие рек на территории региона ожидается на 1-3 суток раньше обычных сроков. Предложение властей Якутии вошло в утвержденный план мероприятий по развитию арктической зоны России, который подписал премьер страны Михаил Мишустин. Программа призвана развивать систему поддержки талантливых детей и сети государственных, муниципальных образовательных учреждений с учетом этнокультурных и языковых особенностей, создать условия для укрепления здоровья детей. Также для детей из числа коренных малочисленных народов России создадут образовательный портал «Дети Арктики». Помимо этого, государство окажет поддержку созданию сети торгово-логистических центров в районах арктической зоны Якутия. Более месяца без транспортной доступности. Примерно такая перспектива у ряда отдаленных наслегов Алекминского района. Автозимник закрыт, а вылеты невозможны. Идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Как быть жителям? В материале нашего корреспондента Елены Фаст. В эти месяцы на период реконструкции полосы рейсы Маган-Алекминск-Маган выполняются вертолетами компании «Полярной авиалинии». Буквально недавно закрыт автозимник, а это не только прекращение сообщения наземным транспортом с Якутском. Это и отдаленные наслега, которые остаются без транспортной доступности. Пока прогнозы малоутешительны. Полоса для Ан-2 нужна, согласен Владимир Иванович. Но пока видимой возможности исполнения не намечается. У подрядчика очень ограниченное количество техники. Площадку под Ан-2 надо обязательно делать. Здесь вот площадка, но на ней ввиду того, что у подрядчика и техники нет, надо снег вывозить, отсыпку там небольшую делать. Но мы попытаемся, конечно, где-то, наверное, число к 20 мая. Ну, все зависит от подрядчика. Есть сложности и другого плана. Требования по параметрам площадки выполнить практически нереально. Даже при лучшем исходе срок, когда полоса, может быть, начнет прием, 3-я декада мая. А это значит более месяца наслега вне доступа до районного центра. Полярных авиалиний, значит, они запросили 700 метров площадку. Ну, можно уменьшить взлетную массу, уменьшить площадку. Таких размеров, конечно, 700 на 100 я не смогу сделать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 10 тысяч квадратных метров жилья нужно построить в Усть-Майском районе, чтобы переселить чуть более 50 аварийных домов. Программа рассчитана до 2025 года. О ее реализации Юрий Таюрский. В Усть-Майском районе в этом году начато строительство сразу 2 трехэтажных жилых дома в каменном варианте. Так в Усть-Мае устанавливается свайное поле, на котором будет возводиться 55-квартирный жилой дом. А на днях в национальном наследии Петропавловск установлена первая свая под 26-квартирный жилой дом для сельских жителей. Очень рада, что буду жить в каменном доме. У нас в деревне еще каменных жилых домов ни у кого не было. Наконец-то на старость лет поживу в хорошем, благоустроенном, аккуратном доме. В Петропавловске по программе переселения из жилого аварийного фонда с 2020 по 2025 год администрация муниципального образования Петропавловский национальный наслег планирует переселить в новые дома жителей 91 квартиры, а это около 4000 квадратных метров жилья. Много кто берет компенсацию, по программе, кто-то переселяется. И, думаю, программу реализуем в ближайшие годы. ПАО «Лорб» начало строительство каменного трехэтажного дома на 26 квартир общей площадью около 1000 квадратных метров. Жилой дом спроектирован с учетом энергосберегающих технологий. По плану он будет сдаваться в эксплуатацию в 2022 году. Здесь будут построены дома с полным благоустройством, естественно, с полной чистовой отделкой. Так подразумевает федеральная программа «Снос и расселение». Проект строительства жилого дома также предусматривает весь комплекс мероприятий по благоустройству: централизованное отопление,
холодное и горячее водоснабжение, бетонирование проездных путей, создание детских площадок, озеленение. Я думаю, через год здесь будет стоять хороший 26-квартирный жилой дом, более 1000 квадратных метров. Я как земляк в этом заинтересован, чтобы мой поселок Наслек Петропавловск был красивым, люди здесь жили удобно и очень хорошо. Это уже не первый объект, построенный ЛОРПом в Петропавловске. В январе был сдан в эксплуатацию детский сад, а в планах строительство еще 2 жилых многоквартирных домов в этом же Наслеге. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, Наслег, Петропавловск. Свыше 190 заявок поступило для участия в программе «Земский учитель» в Якутии. Региональный оператор завершил прием документов 15 апреля. Заявки поступили из Тывы, Иркутской области, Алтая, Липецкой области, Забайкальского края, самой Якутии и многих других регионов. Оператор зарегистрировал документы 69 претендентов. Участники программы получат единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Для этого они должны заключить трудовой договор со школой и отработать в ней не менее 5 лет. Список победителей конкурсного отбора утвердят до 15 мая. Пресс-показ фильма «Сердце солдата» состоялся в Якутске. Прокат картины молодого режиссера Руслана Тараховского стартует 29 апреля во всех кинотеатрах Якутии. В основе военно-биографической драмы трагически оборвавшаяся в 27 лет жизнь Тимофея Сметанина. Фильм отдает дань уважения бесстрашному воину и талантливому писателю к его 100-летию, которое в республике отмечали в 2019 году. Впервые в рамках Московского фестиваля силовых видов спорта состоялся турнир по масс-рестлингу среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие атлеты из Московской, Свердловской, Смоленской, Тверской областей, Якутии и Москвы. Испытать свои силы мог любой желающий. Победителями первого турнира среди ветеранов в Лужниках стали Нюргустана Ануфриева из Якутии, Ольга Грачева и Татьяна Туганова из Московской области. Среди мужчин лучшие результаты на помосте показали Александр Усов из Смоленской области и москвич Владимир Яцкевич. В абсолютной весовой категории среди атлетов старше 60 и 70 лет золотые медали завоевали якутяне Петр Батахов и Петр Наумов. На фестивале силовых видов спорта, помимо масс-рестлинга, прошли соревнования по тяжелой атлетике, армрестлингу, гиревому спорту, кроссфиту. Это очень удачное мероприятие, и я очень благодарен основным организаторам этого фестиваля. Благодарен вице-президенту Международной федерации по масс-рестлингу Лене Иннокентьевне Томской. На этом пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.